Оля окончила школу с золотой медалью. Выпускница успешно сдала все экзамены, а по русскому языку получила высший балл. По признанию самой выпускницы, она много времени уделяет учебе. Целенаправленно к сдаче государственного экзамена она готовилась последние 2 года. Каждую неделю писали пробники, сочинения, также тщательно разбирали теорию. Еще я готовилась самостоятельно, смотрела различные вебинары, посвященные разбору заданий тестовой части, решала много заданий на Решу ЕГЭ, и еще в последние месяцы подготовки приобрела курс от соточки по русскому для того, чтобы больше решать авторских заданий. Мне нравится читать. Я читаю разных авторов, но больше всего восхищаюсь творчеством Терри Пратчетта и Булгакова. Педагоги хвалят способную ученицу, называют ее ответственной и исполнительной. Учитель Оли по русскому языку и литературе признается, что с учениками, которые готовы упорно трудиться, легко работается. И как итог, они непременно достигают поставленных целей. Это очень большой труд на самом-то деле. И здесь вот мне хотелось бы, пользуясь случаем, выразить благодарность родителям в первую очередь, потому что это закладывается в семье. Вот любовь к труду, целеустремленность — это вот именно те качества, которые вот изначально закладываются в семье. Сама Оля посвящает все свое свободное время чтению художественной литературы. При этом она читает книги разного жанра. Мне очень нравится произведение Терри Пратчетта своим юмором и неким сюрреализмом. В этой книге, к примеру, действие происходит не только зимой, но и сама зима является основным персонажем. Также мне нравятся детективы Агаты Кристи. Детективы — это, конечно, развлекательная литература, но можно выделить проблематику этой книги. Здесь поднимается вопрос об ответственности человека перед самим собой. В этом году выпускники нашего региона, сдавшие единый государственный экзамен на максимальный балл, получают по 100 тысяч рублей премии в честь столетия ЯССР. Такой указ издал глава республики Айсен Николаев. 100 тысяч я хотела бы потратить на обучение. Я хочу приобрести некоторые курсы по анатомии и гистологии. Это хорошо, что республика поощряет стремление ребят учиться, и я считаю, что подобные вознаграждения очень мотивируют ребят на дальнейшие свершения. Это, я считаю, очень мудрое решение главы нашей республики. Почему? Потому что олимпиадники и 100-бальники — это такие же труженики, как спортсмены. Это тоже оценка труда. Одним словом, Оля – яркий пример поговорки «терпение и труд все перетрут». Ну а следующая цель – поступление в вуз. Мария Кардашевская, Степан Атастыров, Якутск.